Итак, ребята, сегодня на уроке мы рассмотрим причины многообразия видов животных. Затем сформируем знания о креационизме и трансформизме. Рассмотрим теории Карла Линнея, Жана Батиста Ламарка и Чарльза Дарвина. Ну, Чарльз Дарвин будет на следующем уроке. Итак, на земном шаре существует около 2 миллионов видов живых организмов. Вы знаете, что все живые организмы делятся на 5 царств. Одно царство не имеет клетки, это вирусы, и 4 царства имеют клетки, это бактерии, царство растений, животных и грибов. Царство бактерий не имеет ядра в клетке, поэтому их называют прокариоты. Остальные 3 царства имеют ядро в клетке, поэтому их называют эукариотами. Ну и вопросом биологии всегда оставался главным, так скажем, краеугольным, почему такое многообразие видов животных на Земле и как же они приспосабливаются к окружающей среде. Додарвинский период можно разделить на 3 этапа. Первый этап – это античный этап. Туда входили древнегреческие философы, такие как Демокрит, Эмпидокл, Лукреций, Аристотель. И, значит, они тоже высказывались о том, что окружающая среда изменяется. В частности, Аристотель сформировал принципы классификации животных по их строению, заложил основы античной эмбриологии. Эмбриология – это наука о зародышах, о зародышевом строении. Дальше второй этап додарвинского периода – это когда происходит господство христианской церкви в Европе, и, значит, они навязывают свои взгляды, значит, придерживаются библейских законов, где говорится о том, что все создано Богом, и ничего неизменно. Их называют креационистами, и к креационистам относятся такие ученые, как Карл Линней, Дидро, Рулье. Но после того, как было все-таки доказано, что виды изменяются, появилась новая теория, которая называется трансформизм. Трансформизм объясняет, что виды изменяются естественным путем. Так. Ну, креационисты, например, считали, что виды приспосабливаются к окружающей среде, но не меняются. То есть Бог создал их всех в первозданном виде. Такие ученые, которые относятся к течению трансформистов, относятся Джон Рэй, который ввел впервые понятие вид. Жорж Кювье говорил о том, что органы животного это часть одной целостной системы, и предложил теорию катастроф. То есть он считал, что на Земле было несколько катастроф, и когда происходила катастрофа, одни виды исчезали, вместо них появлялись совершенно новые виды. Например, Жорж Бюфон основные причины изменяемости видов считал, что влияет именно окружающая среда. Метафизик, основной вклад в развитие эволюционных учений внес такой ученый, как Карл Линней, шведский ученый, систематик. Он был метафизиком, то есть он придерживался креационистских взглядов, то есть он был глубоко верующим человеком, но его по праву считают отцом систематики, королем ботаники, так как он изучил около 1500 видов растений, описал около 10 тысяч видов растений и 5000 видов животных, ввел бинарную номенклатуру. До этого название любого растения или животного имело громоздкое название, то есть состояло из 5 или 6 терминов, и установил единообразную ботаническую терминологию. То есть в основу классификации вид он брал имя существительное, род – это имя прилагательное. Например, собака – вид, домашняя – это род, либо ромашка – вид, садовая – род. И ввел таксономические единицы, то есть все виды он объединил в роды, роды в отряды, отряды в классы и так далее.
Значит, в 1735 году выходит его книга «Систематика природы», в которой он написал 24 класса растений на основе строения их тычинок и однополости и обоеполости цветков. Он поделил все растения на 24 класса, но его систематика была неполной, так как он лишь брал внешние признаки. Его книга переиздавалась 12 раз, но оказала большое влияние на развитие науки в Европе XVIII века. Карл Линней также поделил все живые организмы на 6 классов, такие классы, как млекопитающие, птицы, гады. К гадам он отнес 2 класса, это амфибии и рептилии, рыбы, насекомые и черви. К классу червей он отнес всех беспозвоночных, то есть он систематизировал лишь по внешнему виду, поэтому он считал, что его систематика является искусственной и говорил о том, что она будет существовать до тех пор, пока не появится естественная систематика. Под естественной систематикой он понимал то, что создал Бог, и как бы ученые должны были найти эту естественную систематику. Видов столько, сколько различных форм создал в начале мира всемогущий, говорил Линней. Но в конце жизни Карл Линней все-таки признал, что виды могут образовываться в результате скрещивания, либо под влиянием окружающей среды. И говорил о том, что изменяемость видов заключается в прямом влиянии на организм условий внешней среды. Ну, в таком случае возникает вопрос, если все виды, созданные Богом и до сих пор существуют в первозданном виде, тогда наш возраст должен быть примерно равен возрасту динозавров. Но по останкам животных и доказано, ну и человека, скажем, радионуклидным методом, что возраст человека составляет около 40 тысяч лет, а динозавры существовали миллионы лет назад. Поэтому его систематика как бы и его эволюционные учения являются неточными, но однако он по праву считается отцом систематики, так как упорядочил все живое на Земле. Следующий ученый, который внес огромный вклад в развитие эволюционного учения, это был французский ученый, естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк. В 1809 году выходит его книга «Философия зоологии», в которой он описывает многочисленные доказательства изменяемости видов. Он говорил, что все живое произошло из неорганической природы путем самозарождения. Ну, об этом говорили еще Аристотель, например, из грязи появляются черви, из ила рыба и так далее. Но говорил о том, что все виды совершенствуются, усложняются, и благодаря этому появляются новые виды. Он поделил всех животных на 14 классов и разделил на 6 градаций, то есть вот такие вот ступеньки. Это на первой ступени полипы, инфузории, дальше черви лучистые, на третьей ступени паукообразные насекомые, на четвертой кольчицы ракообразные, пятая ступень моллюски, усоногие, шестая ступень рыбы, рептилии, птицы, млекопитающие, и над всем этим сверху стоял человек. То есть вот эта вот его градация, она основывалась на усложнении нервной и кровеносной системы. Если Карл Линней брал только внешние признаки, то Жан-Батист Ламарк уже рассмотрел и внутренние признаки. Но, конечно, не до конца, не все системы, не все признаки живого организма. Значит, он сформулировал 2 закона, по которым происходит эволюция. Первый закон, он говорил о том, что у всякого животного, не достигшего предела своего развития, более частое и более длительное употребление какого-нибудь органа помалу приводит к развитию этого органа, и наоборот, если какой-то организм не пользуется каким-либо органом, он
со временем исчезает. Ну, например, если жираф, то есть он считал, например, жираф долго тренировался, вытягивал шею, и у него шея удлинилась. Или, например, человеку не нужен был хвост, и из-за ненадобности он как бы отпал. Так. Ну и законы все-таки Жана Батиста Ламарка были несовершенны, так как он говорил, что если живые организмы тренируются и эти признаки закрепляются у них, они передаются по наследству. Но по теории Вейсмана существует, так скажем, барьер, то есть признаки передаются только через половые клетки по наследству, а не через соматические, как предполагал Жан-Батист Ламарк. Поэтому его эволюционное учение является несовершенным, хотя это первое эволюционное учение, то есть он первым признал, что все виды изменяются под воздействием окружающей среды, но не напрямую, как он считал, то есть не благодаря тому, что существует, так скажем, стремление к совершенству, и виды должны упражняться для того, чтобы у них появился какой-либо орган, а в результате длительной эволюции и мутации. Так, Жан-Батист Ламарк, вот как я говорила, уже считал, что внутреннее стремление организмов приводит к прогрессу, биологическому прогрессу, то есть к развитию. И вот он также объяснял происхождение человека от человекообразных обезьян, то есть человекообразные обезьяны стремились к совершенству, тренировались и в итоге превратились в человека. Еще одно слабое место в теории Ламарка – это то, что он не признавал, что одни виды происходят от другого. Он считал, что понятие «вид» – это искусственное понятие, а на самом деле такого понятия в природе вообще не существует. То есть он говорил, что это искусственно придумал человек для обозначения группы особей, которые между собой схожи. То есть нет вида человек, нет вида обезьяны, просто это схожие как бы организмы между собой. Но все-таки, значит, он указал движущие силы эволюции. Это то, что среда влияет на организмы, они изменяются, но его ошибка заключалась в том, что изменяется не благодаря упражнениям или неупражнениям органов или организмов в целом, но и передача по наследству приобретенных признаков. То есть вот эти изменения, они происходят в соматических клетках, таким образом они никак не могут передаться по наследству. То есть передается только то, что генетически у нас откладывается в половых клетках и передается по половым клеткам. Например, купирование хвостов у многих пород собак не приводит к изменению их длины. Кроме того, с точки зрения теории Ламарка нельзя объяснить возникновение окраски птичьих яиц, их формы, которая носит приспособительный характер, или или появление раковин у моллюсков, так как это идет именно приспособление к окружающей среде для того, чтобы выжить. Ну, кроме того, в 18-19 веках свои эволюционные идеи выдвигали и русские ученые, например, такие как Карл Францевич Рулье, Радищев, Ломоносов. Например, Карл Францевич Рулье считал, что организм нельзя изучать в отрыве от своей окружающей среды, то есть он взаимодействует с окружающей средой. Если они не приспосабливаются к окружающей среде, то они погибают. И между видами происходит борьба за питание, за участие в размножении. Также он считал, что человек родственен животным, да, так как мы также имеем такие же потребности, как животные, такие как питание, размножение, обмен веществ и так далее. Так, ну и по останкам ископаемых животных можно сравнить различные виды животных и сказать, что да, имеется родство между этими животными, а также зародышевые виды.
Он также провел анатомическое сравнение вымерших и ныне живущих организмов. Михаил Васильевич Ломоносов утверждал, что изменение неживой природы ведет к изменению растений и животных. Живая и неживая природа существуют как единое целое. Александр Николаевич Радищев считал, что природа развивается от простого к сложному. И еще один русский ученый Афанасий Каверзнев в конце 18-го, начала 19 века утверждал, что действительно существуют в природе виды, но они неизменны. Он поставил вопрос о том, что виды происходят один из другого и состоят между собой в родстве, подтвердив примерами из практики человека по выведению пород животных. То есть вот такие вот взгляды были. То есть эти взгляды русских ученых, они наиболее были близки к эволюционной теории Чарльза Дарвина. На этом наша тема урока закончена. Я прикреплю дополнительно лекцию на сайт. Вы ее еще раз прочитаете, либо просмотрите это видео. И домашнее задание, кроме того, чтобы переписать вам лекцию, нужно будет ответить на вот эти вот вопросы. Кто внимательно слушал и просмотрел, я думаю, легко ответит на эти вопросы. На этом все. До свидания, ребята.